Доброе утро. Доброе утро, Ардика Зара. Абдулла Махмудович, расскажите, пожалуйста, с чего начинается наша государственность? Ну, как вы уже сказали, мы отмечаем столетие государственности. Значит, век назад начался процесс становления нашей государственности. Официально это произошло 30 ноября 1922 года. И в далекие времена, и после свержения царизма проходил процесс поиска оптимальных форм государственности. Но шла революция, потом гражданская война. Эти поиски не увенчались успехом. А вот когда в нашем крае была установлена советская власть, а это произошло весной 1920 года, вот через 2 года было принято решение вместо коллективных форм государственности, скажем, Горской ССР, создавать национальную автономию. А 30 ноября года была создана Чеченская автономная область, которую возглавил Таштамир Эльдерханов. Вот с этого времени вполне закономерно идет летоисчисление государственности. Если же была образована Чечено-Ингушская ССР, можем мы сказать, что войнахи в тот момент укрепились в стране? Да, конечно. Вот я начну с такого момента. Я уже сказал, что руководил республикой Таштамир Эльдерханов. Вот в июне 1924 года проходило закрытое совещание по инициативе Сталина. Это проводил Центральный комитет Российской Компартии. Вот выступая на этом совещании, Таштамир Эльдерханов сказал: наша республика до революции имела уровень образования от 0,86% до 1,3%. Ну, представьте, какая это мизерная доля. А к середине уже 30-х годов, к концу 30-х годов, констатировал, что в Чечено-Ингушетии практически ликвидирована безграмотность. Еще момент очень важный. К концу 30-х годов была создана в республике развитая промышленная база. И прежде всего нефтяная промышленность. То есть с этого момента получается рост образования, грамотности среди населения. Вместе с тем и получается люди работают, развивают промышленность. Начинается вместе с становлением государственности. Совершенно верно? правильно. Мы можем сказать, что вот за этот период, даже за период, мы историкам говорим, переходного периода от капитализма к социализму, но это слишком наукообразно. Да. А вот за эти истекшие 20 лет в Чечено-Ингушетии была создана материально-техническая база, то есть был создан фундамент государственности. Вы знаете, что в конце 80-х, в начале 90-х годов в республике произошли разрушительные катаклизмы. Произошел глубокий политический кризис. Что произошло в результате этого в республике? Государственность была разрушена, до основания была разрушена. Разрушена была развитая промышленность, разрушены были культурные объекты. То есть республика практически вернулась, скажем, вот к нулевой отметке своего развития. И стояла задача, скажу, без всякого привлечения, возрождения не только государственности, но и единства чеченского народа. И, как мы знаем, за это дело взялся в начале 2000 года Ахматхаджи Кадыров, Далгазот Обл Дуальчин. 12 июня 2000 года он был назначен главой республики. И, кстати, он очень понимал, что развитие народа, самого народа, не может быть без единства народа. Не может идти речи о решении судьбоносных задач без этого единства. И поэтому 20 лет назад, 4 сентября 2022 года, он издал указ и был учрежден День единства, День гражданского согласия и единства, то есть День Чеченской Республики.
Все мы можем всех наших жителей республики поздравить. Получается символично то, что создание чеченской государственности, которое было 30 ноября, мы празднуем День гражданского согласия и единения народов Чеченской я думаю, Республики что 6 сентября. я думаю, что это правильно. Это исторические события по своей значимости. Они друг с другом связаны. Ведь дальше что было? Вот если говорить о фундаменте государственности, 23 марта 2003 года Ахмад Хаджи Кадыров организовал республиканский референдум, на котором абсолютное большинство жителей нашей республики проголосовали за то, чтобы Чечня, Чеченская республика, стала равноправным субъектом Российской Федерации. В этом величие вот этих событий, и они взаимосвязаны. Поэтому проводить какие-то границы, рубежи, это можем мы, исследователи, и причем они носят всегда условный характер. А в воспринимании общественности мы всегда должны говорить об их взаимосвязи. Абдулла Махмудович, мы можем, получается, сказать, что если смотреть в прошлое, что в 90-е годы, если их вспомнить, то мы увидим, каково это быть без государственности. Я думаю, мы не только увидим, мы прочувствуем. Дело в том, что как эти события развивались, я скажу тезисно, все разрушалось. До основания разрушалось, причем по-большевистски, максималистски все разрушалось. И причем провозглашалось, что Чечня будет суверенным государством, что у нас будут золотые краники, верблюжье молоко. Может быть, и даже неудобно вспоминать эти такие банальные, скажем так, для телезрителя вещи. Но что произошло в результате, мы с вами знаем. Мы знаем, что за это десятилетие, с 91 года по 2000 год, какую свободу получила чеченский народ и какая государственность была построена. Язык не поворачивает говорить о государственности. Была самая настоящая вакханалия. Из этой вакханалии мы вышли, и что сегодня, во что превратилась республика, мы видим. И вот нам, нашим телезрителям, особенно молодым людям, насколько важно знать, что такое государственность, о столетии, о дне гражданского согласия и единения, знать свою историю. Я бы так сопоставил два примера. Насколько важно человеку знать свою биографию. Это же важно. Да. Он оглядывается назад, вспоминает, что он был маленьким, что он пошел в первый класс, закончил школу, вуз и так далее, и так далее. У него есть вехи, да, своей биографии. И он, оглядываясь назад, анализирует то, что было сделано, и, обобщая это, говорит, вот надо было поступать так. Точно так же история. История – это биография человечества в целом, отдельных народов в частности. И мудрые люди говорили в древности, история наставница. Обратите внимание, они не говорили, что история ученица, они говорили, история наставница жизни. То есть она учит. И история, вот я помню, как мои учителя говорили, наше прошлое непредсказуемо, это раз. И второе, история злопамятна. Вот немного требует расшифровки. Почему она злопамятна? Да она все помнит, и хорошее, и плохое. Но человек, если он руководствуется мудростью, он должен, оглядываясь назад, извлекать полезные уроки для завтрашнего дня. А тем более молодежь. Получается, человек – часть общества, и поэтому опыт этого общества не может не отразиться на одном человеке. Конечно. Его части. Кстати, человек творит историю. Ваши пожелания, как нам творить историю? Ну, я, во-первых, хочу поздравить своих земляков, своих соотечественников, друзей, коллег с этими праздниками, с Днем Республики и столетием чеченской государственности. А молодежи сказать, то, что сегодня создано в результате очень сложного труда. Я бы сказал, было создано в результате подвига. Нам, мы-то уже, скажем,
старшие, да, так мягко, но подрастающее поколение жить завтра, послезавтра, в будущем. Будущее создается сегодня. Абдулла Махмудович, большое вам спасибо, что рассказали об этом важном празднике. И спасибо вам, что мы, молодые, сегодня можем жить в такой прекрасной республике. Да, и что ж, дух да. Амин. Ваймасыр дал это был. У нас в гостях был кандидат исторических наук Абдулла Бугаев. Программа «Отрас Грозный» вернется в эфир после небольшой паузы.